Столица леса. Проект с таким названием команда, представляющая Коми, защитила в инновационном центре Сколково. Там сотрудники Сыктывкарской администрации и главный архитектор республики Елена Качанова проходили обучение в течение года наряду с еще сотней управленцев из разных городов страны. Комиссии, куда вошли опытные федеральные эксперты, а также представитель администрации президента России, наша команда представила концепцию перспектив развития Сыктывкара как современного зеленого города с парками, скверами, малоэтажными деревянными жилыми домами и развитой глубокой переработкой древесины. О столице будущего Александра Головина. Лес или сквер в 15-минутной доступности от вашего дома – мечта, пожалуй, каждого жителя большого города. Эту концепцию уже реализуют европейские страны, а теперь и мы. Ведь лес – это наше богатство, наш кормилец, а еще наше вдохновение и место перезагрузки. Отсюда и бренд «Сыктывкар» – столица леса, столь подходящий главному городу, одного из самых зеленых регионов нашей страны. Каждый город должен был найти ту изюминку или ту особенность, которая была бы поддержана не только жителями этого города, но и отличала бы наш город от всех других. Мы действительно не сразу пришли к этой идее столицы леса. Очень много было консультаций с экспертами как в Сколково, так и здесь у нас, в нашем городе. Город с огромным потенциалом, простой, удобный, при этом современный, с инфраструктурой, логистикой, а главное – большим количеством зеленых зон. Таким предстает Сыктывкар будущего в проекте команды руководителей региональной столицы. Группа управленцев защитила его в Сколково, пройдя учебу наряду с другими управленцами разных городов страны. Без поддержки жителей невозможно реализовать ничего. Поэтому в первую очередь необходимо именно направленное разъяснение того, что мы сыктывкарцы, да, мы дорожим своим городом, и мы действительно не хотим стать вахтой, мы не хотим затухнуть, как превратиться в обычный провинциальный город, да, с остаточным финансированием по принципу того, как это у нас все время происходит. В первую очередь нужно меняться нам самим для того, чтобы изменить этот город. Редевелопмент или перезагрузка объектов недвижимости – еще одно популярное течение в современной урбанистике. И Сыктывкар в этом плане работу уже запустил. Речь о сносе аварийного жилья в деревянных домах, построенных в 50-х по типу временного жилья. Уже сейчас формируем в центре города кварталы. Это будут кварталы, которые обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Мы переселяем людей, выкупаем и сносим ветхий аварийный фонд и вносим изменения в градостроительную документацию. Территории нынешнего аварийного фонда займут малоэтажные деревянные дома. Мода на экологию диктует свои правила, растущий спрос на экологичное жилье – общемировая тенденция. В Скандинавии, например, 10-я часть возводимых домов строится именно из дерева. И это ближайшая перспектива и для столицы республики. При этом и сейчас Сыктывкар на месте не стоит. В городе активно возводят современные городские кварталы, новые места отдыха и приводят в порядок уже полюбившиеся территории. Площадка под часами, например, сразу же стала центром притяжения для горожан. Также якорным проектом концепции является развитие деревообрабатывающих производств и строительство новых, озеленение города, замена старых тополей на клены, липы и яркие рябины.